Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Министерство промышленности и торговли России планирует в этом году заказать разработку самолета «Сухой Суперджет-100» полностью из российских комплектующих. Об этом заявил замглавы Департамента авиапромышленности Минпромторга Михаил Богатырев. По его словам, завершить его согласование планируется в первом полугодии этого года, а с момента утверждения тех задания на разработку потребуется 4 года. «Суперджет» сейчас оснащается двигателями российско-французского производства, при эксплуатации которых авиакомпании столкнулись с нехваткой и длительными сроками поставки запчастей при поломках и, как следствие, большим количеством сорванных рейсов в самый разгар отпусков. В то же время авиакомпания «Якутия» предложила чиновникам и сенаторам поддержать покупку в Узбекистане 6 самолетов Ил-114-100 с канадскими двигателями, которые сейчас простаивают. Как рассказал на совещании в Совете Федерации России по вопросам модернизации авиапарка глава авиакомпании Владимир Горбунов, это позволит не допустить срыва снабжения арктических регионов до появления в 2023 году самолета Ил-114 с российским двигателем. Как пояснил Горбунов, сейчас авиакомпаниями эксплуатируется в основном Ан-24, которым уже под 50 лет. На замену им разрабатывается Ил-114-300 с российским двигателем, производство которого планируется с 2023 года. Хлебопеки передумали повышать в марте цены на свои батоны и булки. Мука, которая является основным сырьем для выпечки хлеба, начала дешеветь. На этом фоне и рост цен на хлеб может быть отложен. Дело в том, что изменилась ситуация на зерновом рынке. Цены на пшеницу падают, соответственно, снижаются цены закупки экспортерами, поясняют эксперты. Кроме того, накануне посевной трейдеры начали сбывать зерно из хранилищ на внутреннем рынке. Предложение, соответственно, увеличилось. Ситуацией воспользовались мукомольные предприятия. Они объявляют более низкие желаемые цены приобретения зерна. По ржаной муке ситуация также стабильная. Правда, цены на рожь пока не снижаются. Причина в том, что в 2018 году урожай этой культуры был низким, а вот экспорт рекордным. В итоге ее запасы у заготовительных и перерабатывающих предприятий исторически минимальные. Пункт по переработке металлического лома со сбытом продукции в промышленные предприятия Якутии планируется запустить уже в этом году. Первыми на утилизацию пойдут суда из Жатайского затона. Согласно проекту, объем инвестиций составит 31,5 миллионов рублей, из которых 27,5 миллионов – это капитальные затраты. Реализация проекта по сбору, заготовке и переработке металлического лома в Якутске предполагает в основном утилизацию списанных судов, расположенных в акватории реки Лены. Инвестпроект предусматривает выпуск продукции в виде брикетированного лома черных металлов и его продажу в объеме более 3000 тонн в этом году и 6500 тонн ежегодно с 2020 года. Помимо прочего, реализация проекта позволит решить проблему загрязнения окружающей среды металлическими отходами. По планам, проект должен окупить себя уже через 3 года. Красноярский филиал главгосэкспертизы России одобрил проект строительства установки дробления рядовых углей Ильгинского месторождения. Ввод в эксплуатацию новых видов технологического оборудования и выход на проектную мощность горно-обогатительного комплекса позволит удвоить добычу каменного угля, достигнув уровня 9 миллионов тонн в год при текущем объеме около 5 миллионов тонн. Проектная мощность новой установки дробления почти 2,5 миллиона тонн угля в год. Плановый срок эксплуатации составит не менее 20 лет. Все работы по обустройству площадок для обогатительного оборудования, как и в целом крупномасштабная программа технического перевооружения на Ильгинском месторождении, осуществляются за счет средств застройщика компании «Эльгауголь». На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.